Салам ассаляму хурмет Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня с радостью хотел сообщить, что у меня в гостях Барлык Миндагазиев, известный противник нашего режима, мой друг и союзник, идейный союзник по построению сильного, независимого, крутого, как я часто люблю говорить, Казахстана. Но мы, как вы понимаете, не случайно именно в Париже встретились, потому что буквально несколько дней назад Касым-Жомарт Токаев объявил о намерениях проведения досрочных выборов. И сейчас в стране идут активные консультации между разными силами, которые хотят свергнуть режим Назарбаева, на самом деле, даже не Токаева, который его подручный исполнитель. Вот. И я думаю, что вы в ближайшее время увидите, соответственно, воочию, что мы собираемся делать и какие действия будут предприняты. И надеюсь на вашу поддержку. Вы должны знать, что мы не выжидаем, мы объединяемся, мы консолидируемся. И, безусловно, с нашей стороны будут активные действия. Вот я сейчас хотел бы передать слово Барлыку. Барлык, пожалуйста. Спасибо, Мухтар Кабулович. Привет, друзья. Да, это встреча, честно сказать, я давно хотел встретиться, что называется, с глазу на глаз, лицом к лицу. Но как-то так получалось, что то были пандемии, то, в общем-то, не получалось как-то встретиться, и поэтому здесь я нахожусь в Европе. Я говорил, как вам, друзья, рассказывал о том, что у меня проходили встречи в рамках форума «Свободная Россия». И у меня еще планируется здесь в Европе выступление в ОБСЕ по ситуации, тяжелой ситуации с правами человека в Казахстане, по январским событиям. Как вы знаете, я начинал свой путь как правозащитник, и постепенно я перехожу уже в оппозиционную борьбу, потому что мы все понимаем, друзья, что никаких прав, свобод у народа, в нашем государстве невозможно без каких-то демократических преобразований. Токаевский, Назарбаевский режим, они не могут быть другими, они не могут быть демократическими, они не могут строить что-то новое государство, потому что они в прошлом были коммунисты, сегодня они стали диктаторами. Диктаторы никогда, друзья мои, никогда, ни при каких условиях. Нет ни одного примера, чтобы они сами уходили, отказывались от своей власти, уходили от этих грабежей, от этих преступлений. И то, что сегодня происходит в нашей стране, в Казахстане, это, конечно, очень сильно оскорбляет. Лично меня оскорбляет наш народ Казахстана, что 30 лет эти преступники, Токаев и Назарбаев, грабили, и они продолжают грабить. Мало того, они украли у народа все национальные богатства. Мало того, они расстреливали, убивали наш народ. Они еще эти годы, 30 лет, они воровали наши голоса, наш выбор. И поэтому, друзья мои, мы сегодня все должны именно сегодня, особенно сегодня, когда этот преступник Токаев вновь повторяет все пути или как шаги своего старого главаря ОПГ, как не старого, а текущего главаря ОПГ Назарбаева, и то же самое делает. Говорит одно, а делает совсем другое. Поэтому Казахстан не заслуживает того, друзья мои. Казахстан заслуживает лучшего. Казахстан заслуживает быть свободной страной, независимой страной, богатой страной. У нас талантливый народ, казахстанский, казахский народ, смелый, храбрый народ. Я посвящаю свою жизнь, так же, как и вы, полностью этой борьбе. Сегодня я уже не говорю защищать только права человека, только свободы. Нет. Сегодня я буду настаивать на том, чтобы сместить этот режим бандитский, еще раз говорю, мирным путем, через демонстрации, через участие в выборах. Да, не случайно. Я именно говорю, мы будем участвовать, активно участвовать в протестных выборах. Это не выборы, это будут протестные выборы. Это будут протесты не на диванах, это будут протесты на улице. Это протесты будут активными. Поэтому это оскорбление, брошенное всем нам, казахам, казахстанцам, Токаевым, еще раз. Особенно после январских, это бойни, который убил тысячи людей. Десятки тысяч запытал. Казахская власть очень коварная, друзья мои. Они делают различные хитросплетения, они подкидывают каких-то там кандидатов, как типа Косанова. Поэтому я сегодня не буду конкретно говорить о фамилиях. Вот, вы все сами знаете, что происходит. Но такие же схемы они проделали на парламентских прошлых выборах. Я сам лично был наблюдателем, я сам вел независимые подсчеты голосов. Я прекрасно знаю, что они совершили преступления. Уголовные преступления, когда воруют и фальсифицируют голоса народа. Это самое страшное преступление, это предательство против собственного народа, против своей страны. И поэтому здесь, друзья, я пользуюсь моментом, пожалуйста, будьте активными. Кто-то призывает к активным бойкоту, кто-то призывает к митингам. Все эти методы будут работать. Мы обязательно с вами будем согласовывать это
публично будем выходить с инициативами. И я знаю, что ваша инициатива – это всегда инициатива, прежде всего, нашего казахстанского народа. Спасибо вам за это. Да, спасибо, Барлык. Уважаемые друзья, воспользоваться я хотел ситуацией, что Барлык приехал и заявить следующее, что у нас действительно уникальный шанс. И как недавно в своих прямых эфирах я говорил, цитируя одного из комментаторов, который сказал, что Токаев, объявив выборы, запустил часовой механизм по ликвидации этого режима. Я со всех регионов страны получаю на удивление близкие, схожие комментарии по оценке этой ситуации. Люди, конечно же, очень сильно недовольны действующим положением, но они все сходятся в одном. Этому режиму будет скоро конец. В принципе, при всех недостатках и многие выступающие объявили, что они будут требовать, чтобы были внесены поправки в законодательство, что срок президентский 7 лет, мы считаем, нет, этого не должно быть, во-первых. Во-вторых, убрать все ограничения. 5 лет якобы, чтобы участник, кандидат работал на госслужбе, что некая какая-то общественная организация, только она может выдвигать кандидатов в президенты, у которой должно быть не менее 9 филиалов и так далее. Список требований мы озвучивали. Мы надеемся, что общество консолидируется и потребует внести изменения. Мы понимаем, что Токаев сейчас какие изменения хочет внести. Он хочет в Конституцию внести изменения, что теперь он может быть президентом 7 лет. Ну, поменяет для того, чтобы заработать очки, поменяет столицу, название Нур-Султан на Астану. Но нам нельзя продаваться за такие вот, скажем, обманные действия со стороны Токаева. Наша задача, в конце концов, избавиться от этой диктатуры. И сейчас у нас, именно сейчас, уникальная возможность. Часовой механизм запущен. Нам надо действительно объединиться. Но я не могу сказать, что всем объединиться, потому что не все хотят построить ту самую крутую страну, о которой мы говорим. Кто-то видит несколько другое будущее нашей страны. Ну, понятно, нам с ними не по пути. Но в любом случае, все те, кто разделяет наши ценности, все те, кто хочет построить демократическое государство, сильное, как я говорю, крутую страну, я призываю объединиться, я призываю действовать, я призываю не быть пассивными. Если мы будем объявлять бойкот, то он активный. В конечном счете мы должны своими активными действиями добиться, чтобы режим Назарбаева пал вместе с его подручным Токаевым. Пал этот режим, он должен упасть. И это возможно только в результате наших активных действий, всех сил, объединенных всех сил. Я убежден, что все дальнейшие действия направлены на то, чтобы снести этот режим, мы приложим все силы, уважаемые друзья. И не случайно мы сегодня с Барлыком Миндагазиевым встретились, мы обсудили план наших дальнейших действий, будем разговаривать с другими силами, которые тоже хотят этого добиться. И вас, уважаемые друзья, мы приглашаем поддержать нас. Давайте верить, что мы сможем. Не будем ждать, что нам какой-то Запад поможет, или какие-то силы прилетят, или что появится какой-то некий благородный правитель. Это государство принадлежит нам. Мы будем строить сильный, свободный Казахстан. И что я хотел бы сказать в конце? Алга Казахстан.